Эфир телеканала Якутия-24 продолжает детские новости. В студии Ксения Подобашева. И Владимир Михайлов. Здравствуйте. Володя, а с чего сегодня начался твой день? Я встал, умылся, сделал зарядку и вспомнил, что сегодня последнее воскресенье ноября, а значит самый замечательный праздник – День мамы в России и в мире. И, конечно, поздравил свою маму. Мам, поздравляю! И тебя, мам, поздравляю. В Якутске наградили мам, которые воспитывают 5 или более детей. Церемония награждения прошла в Доме правительства. Государственные награды вручил председатель правительства республики Кирилл Бычков 16 мамам. Он поблагодарил мам за неутомимый труд, любовь и заботу, а также вручил знаки «Мать-героиня», «Материнская слава» и знак высшей благодарности матери. Награды получили многодетные мамы и женщины, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. Я мама 8 детей. Работаю я сама методистом в детском саду. И как бы легче мне справляется с детьми. Я очень рада сегодня прямо именно в такое торжественное настроение. Сегодня поздравили всех матерей с такими высокими наградами. Столько много эмоций, впечатлений, знакомства с матерями. Да, День матери – это самый настоящий праздник для каждого человека на планете. А еще мамы – это самые настоящие наши ангелы-хранители и всегда оберегают нас от невзгод. А еще с самого рождения исполняют все наши желания. Кстати, о желаниях. Приближается Новый год. А как известно, Новый год – это повод исполнить желание, совершить волшебство и помочь тем, кто в этом особенно нуждается. В Якутии стартовал прием заявок на всероссийскую акцию «Елка желаний». Наша коллега Каролина Бырка готова рассказать об акции подробнее. Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и объединяет тысячи людей на добрые дела. И нам расскажет куратор проекта Саха-Якутии, когда стартовала «Елка желаний». Здравствуйте. Старт акции «Елка желаний» у нас началось с 15 ноября, заявочная кампания, которая продлится до 20 декабря. Ну а исполнить желание возможно будет с 6 декабря до 28 февраля. Подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям – именно такая цель у организаторов акции. Благодаря «Елке желаний» каждый совершеннолетний гражданин нашей республики может совершить добрый поступок и исполнить желание того ребенка, который в этом особенно нуждается. Это дети с особыми образовательными потребностями, дети с инвалидностью, дети, которые проходят длительное лечение в больницах, дети также героев наших, чьи родители принимают участие либо принимали участие в специальной военной операции. Также дети из новых регионов, это Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой республики. Помимо этого мы еще также подключили сюда в качестве мечтателей это детей, которые проживают в Брянской, Курской и Белгородских областей. «Елка желаний» – это место, где люди, которые хотят совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в их помощи. Участвовать в акции просто. Каждый выбирает те желания, которые он может исполнить. Категории желания всего 3. Это материальные и нематериальные подарки, а также подарок-сюрприз. И сам выбор мечтателя возможно до 28 декабря. А в принципе реализовывать, исполнять желания можно на протяжении всего следующего года. Стоит отметить, что в прошлом году в республике из 600 заявок исполнилось более 1/3 желаний. Присоединиться к акции можно онлайн на сайте елкажеланий.рф до 20 декабря. Каждый может стать и мечтателем, и исполнителем, внеся свой вклад в добрые дела. Каролина Бырка, Семен Семенов, Якутск. Да, как же здорово, когда твои желания исполняются. Ксюша, о чем ты мечтаешь? Желаний у меня много. Вот, к примеру, я всегда мечтала научиться играть на гитаре, и мое желание исполнилось. Как здорово! А еще я знаю, что ты недавно побывала в детской школе искусств и познакомилась с ребятами, которые тоже мечтали играть на музыкальных инструментах. И теперь усердно учатся этому. Давайте посмотрим. В детской школе искусств есть много направлений – фортепиано, баян, а также прекрасный хор. Слышим голос из прекрасного далека, голос утренней в серебряной росе.
Детская школа искусств города Якутска празднует свой 50-летний юбилей. За полвека существования она стала настоящей кузницей талантов для Якутии, подготовив сотни музыкантов, художников и хореографов. Ежегодно школу оканчивает около 100 учеников, а в настоящее время в ней обучается более 900 детей. Я еще когда была маленькой, я пела на каком-то своем языке, и мне очень нравится петь. Да, я бы хотела стать музыкантом. Успехи школы напрямую связаны с профессиональным коллективом преподавателей, которые работают индивидуально с каждым учеником и раскрывают их таланты. А победы учащихся на престижных конкурсах, где они неоднократно становились лауреатами и дипломантами, служат ярким тому подтверждением. Преподаватель очень хороший. Если что, он не будет кричать, просто спокойно объяснит, если что-то непонятно. Друзья у меня очень хорошие, всегда поддержат. А вот в педагогическом институте СВФУ открылся новый музей. Между прочим, пединституту исполнилось 90 лет, и это был первый вуз в Якутии. Там в 1934 году обучались всего 100 студентам, и только по 4 направлениям. Диана Подковырова побывала на торжественном мероприятии и готова рассказать нам об истории становления образования в нашей республике. А это пример того, как выглядели парды школьников с 3 по 5 класс еще в 1912 году. Здесь они обучались грамматике, математике. Теперь каждый может прийти и посмотреть. В музее больше 15 тысяч интересных вещей, которые рассказывают о том, как развивалась высшая школа в республике. В начале века у нас в республике только 2 человека с высшим образованием было. Это, конечно, вот от такого уровня до сегодняшнего дня развиться, это, конечно, очень большое достижение. Музей – это очень интересное место с уникальной коллекцией. Здесь можно посмотреть на старые фото общежитий и учебных зданий. Также есть вещи, которые использовали в 1930-х годах. Особенно интересно читать документы, в которых рассказывают о трудностях и успехах первых лет работы института. Мы, как студенты пединститута, очень рады этому, то, что открылось у нас в здании. Мы будем узнавать, приходить, смотреть, узнавать многое об истории формирования нашего образования в Якутии. Музей не только рассказывает о истории института, но и показывает, как из первого вуза Якутии вышли замечательные ученые и важные люди республики. Среди выпускников и преподавателей есть профессора Георгий Башарин, Николай Самсонов и многие другие, внесшие значительный вклад в развитие науки. Диана Подковырова, Георгий Григорьев, Якутск. Да, образование – это одна из важнейших частей нашей жизни, но не менее важно иметь хорошую физическую подготовку. Не так ли, Володя? Да, Ксюша, а чтобы проверить, насколько человек подготовлен физически, достаточно сдать норматив ГТО. Ева Спиридонова буквально на днях побывала на такой дисциплине и пообщалась со спортсменами. ГТО – готов к труду и обороне. Вот уже несколько лет школьники и взрослые сдают нормативы ГТО, и каждый из них надеется получить золотой значок. А значок обязательно нужен, так как абитуриенты, которые имеют золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в высшее учебное заведение. К тому же дисциплина «Готов к труду и обороне» способствует улучшению физической подготовки не только детей, но и взрослых, а также в целом развитию массового спорта в нашей стране. Почему ты выбрал сдавать ГТО? Ну, я занимаюсь спортом, и для меня это важно, чтобы поступить в будущем в вуз. Также сдать норматив ГТО приходят люди, которые просто любят спорт и ведут активный образ жизни. Почему ты решила сдавать ГТО? Ну, я люблю там всякие спортивные такие, я вообще веду спортивный образ жизни. Вот. Сколько дисциплин ты уже сдала? Я сдала все, кроме бега. Какой тебе больше понравился? Мне больше, наверное, пресс. Ксюша, а ты заметила, что в эти дни очень потеплело? Да, Володя, погода радует. Но когда теплеет и становится скользко, есть риск получить травму. Например, если перебегать дорогу в неустановленном месте. Ты сейчас хорошо подметила, что очень важно соблюдать правила дорожного движения. В этом году только в нашем городе отмечается рост детского травматизма. С января в столице зафиксировали более 130 ДТП с участием детей. А это все происходит из-за того,
что не соблюдают правила. Для того, чтобы дети не забывали о правилах дорожного движения, сотрудники госавтоинспекции рассказали о них в доступном формате с помощью сценок и игр. А наша коллега Юлия Лукина пообщалась с ребятами и узнала, чем им запомнилось мероприятие. Предлагаю посмотреть. Тебе больше всего запомнилось? Мне запомнилось, даже не знаю. Наверное, как правильно переходить пешеходный переход. Хорошо. На какой цвет можно переходить? На зеленый цвет, только строго на зеленый цвет и все. А со скольки лет можно сидеть без кресла на переднем сиденье? С 12 лет. А на заднем? С 7 лет. А можно рисовать возле тротуара? Нельзя, потому что рядом проезжающие машины. Что тебе больше всего понравилось? Викторина понравилась больше с призами. Эти темы нам показались самыми заметными и интересными. Еще раз поздравляем всех наших мам. Желаем всем телезрителям отличного выходного. До встречи в эфире.